Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Очередное видео сегодня будет. Сейчас вот видели, выгнал УАЗик из гаража. В планах у меня сегодня съездить в город. Попросили отвезти по пути лодку. И все это я немножко буду снимать. Заодно поснимаю свое село, когда буду по дороге ехать. И уже никого не удивишь нашими дорогами. Но еще в планах у меня заснять некоторые моменты о наших дорогах, где я въезжу, по какой дороге в город. Посмотрим, что из этого получится. У нас еще мороз на улице. На охоту, в походы еще не хожу, некуда я ходить. Так что сегодня будем ехать по дороге, снимать дорогу. Может еще удастся заснять какую-нибудь боровую дичь или какого-нибудь зверя. Ладно, посмотрим. Съездим до города. Конечно, город я снимать не буду. Основное будем снимать по дороге. Все, поехали. Меня уже ожидают, уже ждут. Новая лодка моя. И почему не покрашена лодка твоя? Да ему как надо, молодой человек? Как надо будет покраситься, а? Давай грузить. Показывай, как там господин делал, да? Да. У нас все так делают, скажи, да? Здесь тоже забыла. Почти как у меня. Давай загрузим, да. Надо ехать. Немножко привяжем, чтобы мне украли. Еще, говорит, надо диван отвезти. Вчера попросили меня. А куда сюда ставить-то? Вообще места нет. Места нету уже, да. Там 3 бачка стоит, но уже почти все забито. В интернете, короче, насчет лодки мне тоже комментарии писали, что на деревяшку, говорит, нельзя прибывать. Лист оцинкован. А что потом можно прибивать? Не знаю как. Говорит, рыбы пугаются. Да. Имей в виду. Потом по ходу буду присматривать, останавливаться. Ну, для Богородска, говорит, плохая дорога, бля, стиральная доска, нахуй. Да, Женя
мне вчера говорил. Не знаю. Смотрим. Все вроде. Надеюсь, не потеряю. Не должен. Не должен. Свалка еще надо снимать. Никуда он не денется. Нет. Хорошо, что за диваном не поехал. А если в диван, то некуда было положить все. Ну все, тогда, Лешка, я поеду. Номер. А, номер есть у тебя? Да. Все, понял. Ладно, я поехал. Да, ладно. Давай, пока. Поедем дальше. Эту дорогу еще строили 90-е и чуть-чуть не успели достроить, как бы, ну, асфальт не успели заасфальтировать дорогу. Гравием покрыли, все дело это сделали, но асфальт не успели. Или, может, украли. Сама в то время перестройка была и, наверное, украли все-таки асфальт, эту дорогу. В прошлом году здесь вообще убитое было место. Хоть немножко в этом году, ну и осенью песок возили, немножко подровняли и проехать, я думаю, можно. Небольшой участок такой. Нормально. Это нормально в этом году. Можно ездить. Наша грунтовка, можно сказать, еще лучше любого асфальта. Только вот весной и осенью немножко, когда дожди длинные идут, тогда портится дорога. А летом, зимой вообще идеально. Немножко просто надо поддерживать дорогу, чтобы уже полностью не разбилась, ну вообще, чтобы держалась еще. Где-то что-то в гравий привезти или
песок, что куда потребуется. Если был асфальт, там одни ямы, асфальт вообще убитый, а грунтовка, грех жаловаться, 26 километров здесь, нормально. Просто сейчас неровно, вот, как немножко тает там, грейдера как-то равняют, но у них что-то пока не получается, это она до лета так и будет. Хоть такая дорога лучше любой другой, что показывают. И так будем 26 километров ехать. Быстро не поедешь. Вот столько снега еще у нас. Сегодня 25 число, 25 апреля. Это воскресенье уже открывается охота, но у нас еще мороз. Вот на этом самом месте каждый год я на дороге вижу косачей. Вот здесь ток хороший, много лет уже здесь такую. Так, как только дорогу сделали уже с тех времен, все время видим их. Просто сегодня мне не повезло, как бы передо мной вот сейчас проехали, две машины меня обогнали. И обычно вот на этом месте можно их было бы увидеть. Вот иногда бывает так, поднимутся и сядут на эти деревья. Быстро не проедешь, вон как гремит сейчас, блин, неровная дорога. Но уже скоро здесь асфальт будет. Там я остановлюсь и смотрим лодку вообще в каком состоянии. Тут уже недалеко до асфальта. Лодка на месте, все на месте. Заново. О, блин. Куда-то в щель зашла, блин. Отсюда уж точно не улетит. Да, немножко. Может быть-то. Трет здесь. Трет лодку. Вот, блин. Здесь щель широкая, вот туда влезает. Блин. Это нехорошо. Так, надо еще выключить передний мост. Здесь 4. Вот так. Все, передний мост вообще вырубим. Здесь по асфальту будем гнать. И передний мост нам не нужен вообще. Все, выключили. Как бы я купил вот именно этот выключатель, чтобы выключить передний мост, и топливо меньше уходит. Экономия. Вот смотрите, на сегодняшний день сколько снега еще у нас. Это от села еще мы едем в южную сторону. Чем южнее, тем чуть-чуть меньше, конечно, но если от села поехать наоборот на север, там вообще 2 раза больше еще снега. Так что зима еще в этом году у нас. Так уже будем ехать по асфальту и немножко поснимаю наш асфальт от Кросского района. Ну все, начался асфальт. Не разгонишься. Сколько? 20 километров максимум можно ехать. Это еще начало цветки. Ягодки еще впереди. Недалеко уже село Богородск. Вот так и едешь. Есть, конечно, места более лучше, но здесь тоже уже конец асфальта. До сюда асфальт положили, и все остальное, наверное, не знаю где он. В общем, в наше село еще кусок положили.
А здесь 26 километров асфальта нету. И это хорошо, что асфальта нету, потому что грунтовка лучше. Сейчас асфальт вообще не ремонтируется. Вообще. В прошлом году хоть немножко капитальный ремонт в некоторых участках делали, а основные ямочные ремонты не проводились. Вот и Богородск. Первые 26 километров проехали. Здесь обычно уже первые утки можно увидеть. Не знаю, удастся. Нет, если кого увижу, буду снимать. Прошлую поездку здесь я снял в лесу с левой стороны, вот где-то там возле леса. Не близко, далековато, конечно, было, но удалось заснять. И вот я еду 20 километров. И вся дорога такая. И все мерзлое здесь, лужи все мерзлые. Никого вроде нету. Утром нету нигде никого. Сейчас тоже здесь вода отсюда быстро уходит, везде канавы перерыли. И снег тает и быстро уходит вода. А раньше как канав меньше было, и уток можно было здесь всегда увидеть. До интереса что-то заснять, конечно, у меня еще не было. Везде канавы. Вот дорога. Надо теперь, наверное, мягче ездить. О, блядь, на водике пиздец. Да, нету их. Уток-то не видать. Везде каналы. Кто-то сидит, сейчас посмотреть надо. Чайки. Но чайки это неинтересно. Вон они. Чайки. А, бля. И петушок вроде вон еще петушок. Первая весенняя птица, которую я увидел даже после скворцов. И вон чайка. Чайки и две штуки. Петушки, чайки. Уток нету. Уток не видать пока. Вон. Все мерзлое. Весны нету пока. Нету весны. Ни чайки тут. Здесь тоже вот место. При перелетах, конечно, можно посидеть тут, пострелять. Хорошее место. Приближаемся к реке Вишера. Река Вишера впадает на Нившеру, наверное, и вместе они уже впадают на Вычегду. И там уже, конечно, уже река широкая. А у нас как ручьи. Летом вообще ужас. Не проехать, не переплыть там. Вообще мелкая река. И здесь тоже, кто знаком с этой рекой, знают. Вот лед стоит пока еще. И вот какой мост у нас на реке Вишера. Едешь на первой или на второй скорости, быстрее не получается. В прошлом году тоже внимания не обращали, чтобы подремонтировать, а уже мост нуждается в ремонте тоже. Здесь уже яма на яме. А вон кряква, вижу крякву. Две штуки. Ё-моё, удастся нет заснять такая. Вон две штуки. Вон они родители. Вон. Первые кряквы. Немножко выйду, снимаем. Вон они кряквы. Две штуки.
штуки. Улетели. Улетели, родимые. Да, удалось заснять. Первый кряхлый. Надо ехать. Там машины сзади меня погоняют. Продолжаем. Вон, смотрим. Здесь вообще ужас. Так что услышьте, увидите, посмотрите, наши руководители в галстуках, что творится на мосту через реку Вишера. Так что не убывайте этот мост. Надо отремонтировать немножко, и капитальный ремонт уже нужен. Там один кузов асфальта. И все. Красиво получилось, кряква. Первые кряквы весенние. Там селезень и утка. Так, здесь немножко уже хороший асфальт. До Старожевском вот тут проложили, не знаю сколько километров, новый асфальт тут лежит. Любо здесь съездить. Приятно. Где-то километров 5, наверное, да. Больше нету. И вот приедет гость с другого района, будет ехать по этому асфальту, радуется, едет и невнимательно посмотрит на знаки, что вот здесь вот есть предупреждение, неровность дороги. И резко асфальт заканчивается, и нас ожидает вот такой сюрприз. Все. Райское наслаждение быстро кончается. Начинается наша родимая родная дорога. Одни ямы. Не знаешь, где бы проехать. Здесь вот тоже кусок оставили на километра 2 или 3. Дальше опять более-менее хорошая дорога. Вот такими кусками оставляют. Не знаю почему. Быстро ехать немного. Глубокие. Если по новому асфальту проехать там, быстрой скорости можешь проморгать там. Да и на хорошей дороге, на хорошем асфальте ямки есть. Ямки глубокие. Некоторые вот едут, набирают скорость и, как говорят, быстрее едешь, проскакиваешь эти ямы. Ямы ведь разные бывают. Глубина даже у некоторых 20 сантиметров. Приходится ездить по обочине. Быстро солнце на улице. Небо вроде немножко проясняется. Может весна уже. Наконец-то снег будет таять. Вот сегодня видели первый уток. Главное знак. Знаков много у нас. И тут уже весенние птицы тоже поют. У нас еще не слышно. От Старожевска у нас вообще зима. Небо и земля, там разница большая. До Старожевска с города едешь, там асфальт уже открытый, скажем, зимой. А от Старожевска в нашу сторону там, смотрите, уже негде ездить. Приходится на первой скорости ехать. Так вот.
видимо, в Коми мало богатства. Угля нету, газа нету, нефти нету. Не хватает денег на ремонт дороги. Бедный Коми край получается, самый бедный. В Молдавии и то лучше живут. Работы нету по рассказам, отопление на газу все. Вот небольшой участок. Вот не знаю, почему в прошлом году здесь оставили. Непонятно. Несколько километров. И вроде все успевали. Время еще было до зимы. Вот оставили и все. А водители мучаются потом. Так что показываю, по какой дороге я вообще езжу в город. Здесь уже опять более-менее. Но есть еще участки вообще убитые, еще буду показывать. Очередной участок. Немножко тоже снимаю. Где асфальт? Я не вижу асфальта. Асфальта тут нету. Когда-то, может, и было, а сейчас их нету. Здесь нужен капитализатор. Некоторые даже умудряются лететь по такой дороге. Прямо аж летят. В общем, кругом, вот сколько, хоть не выключай, бесконечность. Вся дорога вот такая. Вся дорога. Приходится ездить, куда деваться. Здесь тоже был такой участок, вообще нехороший. Большие ямы, очень много ям, уже невозможно было ездить. И как бы здесь немножко дорогу отремонтировали. Сейчас я покажу, что за река тут. Река Чортас. Чортас, да. Вот река Чортас. Маленькая речушка тоже тут течет. Здесь дорогу отремонтировали. И, наверное, вот в этом участке и хороший асфальт остался. А уже дальше буду показывать, что там творится. Не знаю, какой населенный пункт там впереди. Не помню уже. В общем, буду снимать без комментариев. Посмотрите сами, в каком состоянии здесь этот участок.
Уже подъезжаем к райцентру, вообще рядом, вот буквально осталось, наверное, с километра. Еще хочу показать там речку. Речка Вычек, да, в каком состоянии уже лед идет или стоит, вода прибывает или нет, там надо посмотреть. Вот то же самое, такая же дорога, вон, хоть райцентр уже, без разницы. Вот и Вычек, да. Зима. Ледниковый период пока в этом году еще. Вычек, да. Эжваю. Смотрите, в каком состоянии. Река уже огромная, широкая. Широкая она. И вода прибывает. Воды уже много, между прочим. Да. Воды много. Да, вода прибывает. Наверное, скоро уже лед уйдет. Через недельку он точно уже уйдет. Да, вода прибывает. Все, я в райцентре. Пока снимать не буду. Когда буду выгружать лодку, наверное, тогда и включу. Сейчас только нечего снимать. Почти уже доехали до места, куда я привез лодку. Походу вон хозяин ждет меня. Ну да. Первый раз я его вижу. Его братишку, конечно, я знаю. Он местный у нас. Вот и ну да, это вроде он. Сейчас, братишка, подожди. Осторожно открою, у меня тут бардак. Немножко подубрать надо тут. Давай сюда подними, да. Я тебя представлял моложе, Лёшки, а ты, оказывается, старше его, что ли? Я старший. А. Давай, показывай, куда ехать. Заезжаем, и потом дальше куда ехать? Прямо, второй перекресток направо. Лодку для рыбалки, для чего тебе? До рыбалки. Держи прямо камеру, прямо держи. На тот берег, чтобы ездить там. За грибами, на болото там. За клюквой, да. А здесь уже река Вычек, да, или что? Вычек, да. Вычек, да. След стоит еще. Лед. Каткироси там внизу вроде тронулось уже. Уток еще не гоняют. А не слышно было. Не слышно. Не, но гуси, лебеди летят. Сегодня еще видел. А, видел уже, да? Да. Я сегодня первые кряквы тоже видел. Ну, 3 гусей видел, вот сейчас направо будет. Вот здесь, да? Да. Возле знака. Ага. Лебеди вчера летели 20 штук. Низко. Но они куда-то, туда, на Дудское болото, наверное, полетели. А гуси на Сёйте болото полетели. Дина ванна пошла. Так, я Все. здесь в этом краю первый раз. У нее вот еще побывал. Как-то в гости заезжать. Сейчас прямо все. Ага. А Дина Ивановна это вот направо и вот там дом. Как и везде, тоже грязь тут, да? Ой, Или котельня тут? тут котельная. Не знаю, потеряюсь, если обратно выезжать буду. Да, ровнее держи. Тут одна дорога. Ну там тоже есть дорога вдоль. Тоже так же на асфальт выезжает и одна центральная на асфальт. Все прямо до того дома и потом направо. Свой дом у тебя или? Не, это микрорайон здесь у нас тут.
Ну, это, 12-квартирные дома. Почти приехали, да? Сейчас направо туда. Так, дальше Вон. куда? Вон где этот джип, надо будет развернуться, сейчас развернемся и задом туда чуть-чуть. Туда заезжать надо, да? Ну да, вон так, заехать. Передок я выключен, но не знаю, заедем. Все, лодку выгрузили уже обратно. Обратно уже выезжаю. Это село Визябеж. Первый раз, в принципе, тоже здесь, в этом углу вообще не был. Доехали до речки. Речка Сусала. Посмотрим. Вот она, родимая Сусала. О, ты смотри, там уже ниже моста, там все открыто. Да, уже немножко уже открыто. У нас выше моста там еще лед. Поля уже все открывается. Вот поэтому, наверное, здесь гуси летают, как говорил там с Визябежа. Но все пусто уже тут. Снега вообще мало. А у нас еще зима. Ну что? В принципе, мы уже доехали до города. Городскую суету я снимать не буду. Буду обратно возвращаться. Обратно, когда будем ехать, может, что-нибудь еще поснимаем. Проехал я кладбище. Сегодня, видимо, какой-то большой праздник тоже. Везде машины. И вот второе кладбище тут, возле города уже Сыктывкара. И тоже куча машин. И цветы там продают. То еще. Ну, видимо, какой-то праздник сегодня. Ладно, здесь машин много, больше снимать не буду. Вон цветы продают. Ну, точно какой-то праздник сегодня. Остановился подышать свежим воздухом. Немножко попью лимонад. Осталось 45 уже. Обратно возвращаюсь домой. Фу. Жарко на УАЗике ездить. Целый день мотался по городу. Так, в принципе, снимать больше было нечего. Когда обратно уже ехал через Вычегду, переезжал через мост. И там уже где открыто, там две утки еще видел. И вот сейчас перед остановкой, именно вот здесь, где-то метров 150, наверное, лиса еще перебежала. Вот тут, именно вот здесь. Я рядом село Богородск. Ой, не Богородск, а Большой Луг. И в сторону Большого Луга он пробежал. Ну, дорогу перебежала, то есть. Наверное, опять куда-то в сторону села. Там-то все равно она что-то находит. Все на сегодня, наверное, больше уже снимать не буду ничего. Что хотел, показал. Лодку довезли до места. Показал наши дороги, по которым я езжу, и все ездят наши.
Сейчас уже скоро темнеть начнет. И снимать, в принципе, уже ничего не удастся. Ветер холодный все равно. Вот. Как бы сегодня днем немножко солнце выглядывало, чуть-чуть потепление как будто чувствовалось. А сейчас вот дует именно вот холодный ветер. Прохладный. Пока весны нету. Но все равно сегодня уже удалось. Кряк вы уже видели. Накупил я чучела пластмассовые, пластиковые. Я не знаю. Попробую с ними поохочусь. Буду показывать видео, как всегда. О, машина где-то летит. Больше лук поехала. Больше лога. Воздух свежий, приятно. Но холодный воздух. Ветер холодный. «45 километров осталось. Ладно, на этом, наверное, у меня поход в город заканчивается уже, в принципе. Спасибо, кто досмотрел этот фильм. А на этом все на сегодня. До новых встреч. Подписывайтесь и, если нравится, ставьте лайки. А я уже поеду домой.